больше не будет инициировать переговоры по разоруженческой тематике. Об этом заявил президент страны на встрече с министрами обороны и иностранных дел. Ветхий мост, соединяющий Мирный и Удачный, может смыть уже этой весной. Удастся ли наладить понтонную переправу? 18 тонн питьевой воды за смену выпускает предприятие в Нижнем Куранахе Алданского района. Как проводится процесс изготовления, в сюжете наших коллег. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Россия и США объявили о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Москва не будет больше инициировать переговоры по разоруженческой тематике. Об этом заявил президент страны на встрече с министрами обороны и иностранных дел. Также он попросил доложить о оккупировании и возможной угрозы размещения оружия в космосе и заявил, что лично проверит работу по производству и постановке на боевое дежурство новейших комплексов. По словам Владимира Путина, Россия после приостановки участия в договоре будет создавать новые вооружения. Однако без увеличения бюджета Министерства обороны. Мы многократно в течение многих лет постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике. Причем практически по всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе. Двери для переговоров открыты. Вместе с тем, прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, да, и для всего мира. Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства. К новостям республики. В Якутске по улице Воинская, 10/1 возникли проблемы с теплоснабжением из-за остановки подачи холодной воды. В 10-этажном доме с автономным газовым отоплением более 140 квартир. Трубопровод перемерз. Причиной тому стал обрыв греющего кабеля. Так как меры, которые принимала управляющая компания совместно с городскими службами, не увенчались успехом. Для оперативного решения возникшей ситуации ночью на место ЧП прибыли министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников и председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Руководители встретились с жильцами и осмотрели дом. Для временного обеспечения дома водоснабжением на место прибыла пожарная машина. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Республиканской дороге Мирный Удачный угрожает транспортная блокада. Ветхий мост, соединяющий районы, может смыть уже этой весной. Наладить понтонную переправу не удастся. Как сложилась такая ситуация и что предпринимают районные власти? Подробнее в сюжете Романа Муконина. 30-й километр автодороги Мирный Удачный. Мостовой переезд через реку Чуан-Алыр. Год его постройки 1982, но дожить до своего 37-летия ему может не удастся. Там уже провалились несколько опор, и он опасно просел. Подземные воды бегут здесь даже в самый трескучий мороз, подтачивая и без того обветшалое основание. Мост может рухнуть в любой момент или смыть весенним половодьем, так как уровень воды поднимается здесь высоко, что сразу разделит район на две части, прекратив между ними сообщение.
Будет перерыв движения ориентировочно где-то 21 день, мы прогнозируем. Мост может просто не выдержать и паводкового потока, потому что здесь нужно тоже оценочно смотреть, насколько у него остался ресурс, как он может работать. Поэтому здесь может возникнуть большие затраты, которые требуют восстановительных работ. Нужен какой-то сооружать объезд, чтобы он был более постоянный, а не имел временный характер. Теме аварийных мостов на участке республиканской дороги Мирный-Удачный на своем отчете глава района Ришат Юзмухаметов уделил особое внимание. Все 4 мостовых переезда там находятся в плачевном состоянии. Из бюджета Якутии на содержание дороги уже много лет выделяется скудное финансирование, а именно 30% от норматива. А на ремонт мостовых переходов деньги не выделялись и вовсе, что в итоге и приводит к разрушению моста. Теперь по Чоналыру мы сейчас решаем, вплоть до того, что угрожаем введением чрезвычайной ситуации на территории района в паводок. Мост аварийный. Пока Минтранс нам ответил, что планируют они все-таки выделить при корректировке бюджета в марте деньги и перевести мост железной конструкции, который запасной находится на реке Танхой, для того, чтобы установить. На самом деле у нас может появиться опасная ситуация. Дорога республиканская, мост через Чоналыр при паводке. Мы тогда Светлый, Чернышевск, Айхал и Удачный оказываются отрезанным от Мирного. Все последние годы именно Алроса выделяла дополнительные деньги на поддержание дороги. Но ремонтировать мосты за свой счет она не может, так как это республиканская собственность. 8 февраля в Мирном пройдет отчет правительства Якутии, где вопрос о возможной транспортной блокаде северной части района будет поднят снова. И успеть с его решением надо до начала мая, когда весенние воды смоют его окончательно. Роман Муконин, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Повысить транспортную доступность республики. Об этом речь шла во время отчета правительства перед населением, которое накануне состоялось в прямом эфире нашего телеканала. В 2018 году уровень транспортной доступности увеличился с 12 до 20%. В этом году нормативное состояние приведут еще 134 километра дорожного полотна регионального значения. Также сообщили о важном для республики событии. В августе состоится запуск регулярного пассажирского движения по железной дороге Томмот-Нижний Бестях. В рамках проекта создания высокотехнологичной жатайской судоверфи будет создано более 700 новых рабочих мест. Федеральное финансирование составит свыше 4 миллиардов рублей. Следующим этапом станет создание инфраструктурного каркаса арктической зоны. Это реконструкция морского порта Тикси, который рассматривается в качестве базового порта восточного участка Северного морского пути. Вопрос создания взрослого отделения поликлиники Якутского медицинского центра в Жатае решится в этом году. Об этом сегодня во время специального визита в поселок заявил премьер-министр республики Владимир Солодов. Сегодня поликлиническое отделение занимает первый этаж жилого дома номер 23 на улице Северной, где базируются специалисты, кардиолог, офтальмолог, участковая служба, женская консультация, физио и массажные кабинеты, а также стоматология. Помещение в 600 квадратных метров является собственностью Дальневосточного окружного медицинского центра. В случае вынужденного переезда из-за передачи здания федералам поликлиника может перебазироваться в небольшое одноэтажное строение на улице Матросова, 7. Однако Владимир Солодов предложил проработать более оптимальный вариант размещения больницы. Я буду предлагать руководству ФМБА переместить те учреждения, которые находятся в городе Якутске, в здание, которое освободилось при перемещении онкодиспансера в здание роддома. По поручению Арсения Сергеевича мы осенью этот переезд осуществили. Там здание у нас сейчас свободное. Я буду предлагать им воспользоваться этим зданием и в счет него передать в республиканскую собственность здание поликлиники здесь в Жатае. Это позволит и учреждениям ДВОМЦа, ФМБА подразделению, улучшить свои жилищные, так скажем, условия, получить новые площади и дополнительные направления развития найти. 18 тонн питьевой воды за смену выпускает предприятие в Нижнем Куранахе Алданского района. Также цех производит сладкие воды. Как проводится процесс изготовления в компании «Демис», расскажет Татьяна Вахнина. 3 тонны готового напитка за 2,5 часа, за смену 8 тонн. Таковы производственные мощности нижнекуранахского предприятия «Демис». Очистка воды, выдув тары, приготовление сиропа, газирование, бутилирование, наклейка этикеток, упаковка. Линия в цехе розлива воды не останавливается.
13 напитков сладких, 11 видов. И газированная, негазированная вода. Непрерывный шум в цехе человека непривычного оглушает. Однако специалисту каждая нота грохота, вибрации и гула расскажет о многом. А чтобы шум не докучал, сотрудники используют средства подручные. Требования наушники, но кто-то музыкальные одевает, там свою музыку слушает, одно ухо, одно свободно, чтобы слышать, где что. Любой шум посторонний, ну просто левое что-то. Что-то не так заскрипело, уже все, уже знаем, уже смотрим, наблюдаем. Это сердце цеха. Очистка воды является основой производственного процесса. Установки подобной мощности и функциональности имеются всего лишь на нескольких предприятиях Сибири и Дальнего Востока. Фильтр обратный осмос называется, на мембранной основе. То есть мембраны, там проходят молекулы воды, остальное все смывается в концентрат, в канализацию. В Алданском районе «Демис» – главный и единственный поилец. Поставки идут во все магазины и на крупные предприятия. Востребована как чистая питьевая вода, так и сладкая газировка. К слову, назвать последнюю продуктом вредным будет ошибочно. В производстве используется природный углекислый газ. Дарасуна, она природная, там порядка 200 метров глубина скважин. Оттуда добывается, привозится сюда. Совсем скоро в продаже появится минеральная вода местного производства. Формальности, связанные с недропользованием скважины, решены. Дизайн этикетки разработан. В ближайшее время предприятие получит лицензию. Мы сейчас, под стать тому, что вы увидели, развиваем новое направление – это Аланхо. Это минеральная газированная вода. Добывается на малонаходцевом на рождении скважины 4 ГМ. Алданскую минеральную смогут испить жители не только Южной Якутии. Предприятие планирует наладить поставки по всей республике. Особенно новая марка воды будет полезна людям, страдающим недугами желудка и почек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В эти выходные в Якутске проходит первенство и чемпионат республики по смешанным боевым единоборствам. Всего в турнире принимают участие более полусотни бойцов из спортивных клубов столицы и команды из районов. Решением федерации в чемпионате не принимают участие профессионалы. Поэтому на ринг выходят новички. Победители и призеры соревнований войдут в состав сборной республики и будут выступать на чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в Якутске 9 и 10 марта. Финальные поединки состоятся сегодня с 10 часов во Дворце спорта «50 лет Победы». У меня это сегодня будет первый бой. Занимаюсь боксом год и хотел себя попробовать в ММА. По мужчинам 31 участник, а проходит уже, по-моему, 4-5 раз этот турнир. Выявляет сильнейших бойцов республики. А по поводу развития ММА, маленькими шажками идем только вперед. Это были новости в прямом эфире. Оставайтесь с нами.